Добро пожаловать в новый день. Приветствуем вас, наши самые ранние телезрители. В студии Екатерина Винокурова, Иван Луцкан. Мы рады вас приветствовать в пятницу. Это самый хороший день рабочей недели, 21 февраля. Все идет просто замечательно. Мы приближаемся к долгожданным выходным, потому что их будет целых 3. И этот день люди, которыми движет любовь ко всему неизведанному, встречают с нескрываемым удовольствием. Экскурсоводы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. А сколько же нового мы узнаем благодаря их знаниям, столько удивительных фактов. Поздравляем искренне всех экскурсоводов с праздником. Вот на прошлой неделе якутяне отмечали праздник День родного языка и письменности, а сегодня День родного языка уже отмечается в статусе международного праздника. Нельзя забывать и важно передавать из поколения в поколение язык своих предков. Это главная идея, которой посвящен международный праздник родного языка. А по народному календарю сегодня день Захара Серповидца. Считалось, что Захарий Серповидец увидит старания людей и поможет им, вдохнет в серпы спорую силу. Также по народному поверью в этот день был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали, что чем холоднее в этот день будет, тем теплее будет в марте. Ждем март, весну и надеемся, что она подарит нам только хорошую погоду. А вот будет ли тепло в последующем, узнаем из прогноза погоды. Значит, сегодня должно быть холодно. Я правильно понял? Да. Все, давай. Внимание. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 20, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 13, минус 22. А в заречных улусах минус 26, минус 34 утром, днем минус 17, минус 24. В южных улусах минус 18, минус 23 градуса, а днем минус 11, минус 12 градусов. В Вилюйских улусах минус 13, минус 15, днем минус 9, минус 12 градусов. В Нижнеленских улусах минус 20, минус 24 градуса, днем минус 19, минус 21. В западных улусах минус 11, минус 18 утром, днем минус 7, минус 12 градусов. В Колыме-Дигирских минус 26, минус 31 градус, днем минус 21, минус 29. В Янских улусах минус 16, минус 22 утром, днем минус 15, минус 19. На северо-западе минус 18, минус 29 утром, днем минус 17, минус 29 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 30 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 20, минус 22 градуса. Ну, действительно, судя по прогнозу, будем надеяться, по крайней мере, что будет тепло у нас в республике, по крайней мере, летом, и это компенсирует все те зимние холода, которые были в этот раз. В прошлый раз, то бишь вчера, мы организовали розыгрыш вот этой замечательной книги, но, к глубокому сожалению, никто вчера правильно не ответил на тот вопрос, который мы задали, а вопрос звучал следующим образом. Вот такой толщины книга. Здесь значатся рецепты от наших известных инстаблогеров, которые занимаются едой. Блогеров страны, да. Да, там наша одна блогер, а 4, по-моему, не местные. Да, Ирина Дегтярева — это наш блогер, а вот 4 не местные. И вот эту замечательную книгу мы подарим тому, кто правильно ответит в одном сообщении на наш WhatsApp номер. Это 8 914 279 22 62. А вопрос заключается в чем? Какой тираж этой книги и сколько в ней страниц? Вот страниц вот так вот. Я даже могу немножко подсказать. Вот, допустим, вот это 100-я страница. Вот сколько осталось. Вот это 100-я.
отгадаете. Да, попробуй, потому что вчера было сложно. Ну и тираж тоже. Несложно отгадать, что книга пользуется популярностью. Подсказку тоже сразу дадим, что это не 1000, не 2 и даже не 3000 экземпляров. Да, стоит отметить, что вчера очень много поступало сообщений. Очень многие хотят получить эту книжку. Поэтому, уважаемые телезрительницы, скорее всего, да, большая часть участниц. А может, на 23 февраля кому подарят? Может Тоже быть, хорошо. да. Дяденьки тоже у нас хорошо готовить умеют. Я тоже там могу Да, посоветовать поэтому рецепт. дерзайте, как говорится, иначе я ее себе заберу. Вот. Значит, еще, продолжаем. кстати, да, вот извини, Кать, да, еще одно сообщение пришло. Сегодня мы спешим поздравить зятя Свечникова Алексея Васильевича, проживающего в селе Соскылах. Ведь у него прекрасный праздник, день рождения. Пожелать тебе спешим много счастья и здоровья. Будь успешен, будь силен в твоей семье, окружен любовью. Будь всегда, чтобы у тебя все было хорошо. Казакову, Лазареву. Так что в Соскылах передается большой привет. Иван Петрович, у меня к тебе снова вопрос. Мгм. С чем у тебя ассоциируется слово «Калькутта»? Поставила немного в тупик вопросом. Ну, с Индией, наверное. Мгм. Все, ну, А точнее? какая-то населенность, какая-то там вот прямо много так людей, и вот с чем-то вот этим. Правильно, это, конечно, город, его называют прекрасным и убогим городом Индии, где нищета соседствует с величественными памятниками архитектуры времен британского правления. А вот какой предстала Калькутта глазами советского живописца Аркадия Налбандяна, мы предлагаем посмотреть в нашей сегодняшней пятничной рубрике «Муза и музей». Дмитрий Аркадьевич Налбандян – один из самых именитых художников советского периода. Он лауреат Ленинской, Сталинской премии. Он награжден орденом Ленина и Трудового Красного Знамени. Но прославился он как мастер-портретист блестящий. Он написал целую галерею портретов членов Политбюро. И это и Хрущев, и Сталин, и Брежнев. И, кстати, его называли в художественных кругах первой кистью Политбюро. На что сам Налбандян говорил: в портретах это дух эпохи. И мой долг показать этот дух. Помимо того, что он блестящий портретист, он, конечно же, и писал и натюрморты, и пейзажи в своей излюбленной манере импрессионизма. И он мог мастерски показать и пышное цветение роз, и такую, может быть, кротость ромашек, или пожар листвы осенней, или заснеженных там деревьев. Часто ездил за границу, бывал в разных странах и привозил, конечно же, наброски, из которых потом рождались такие целые циклы и полотна о Греции, о Франции, об Англии. Но больше всего он любил Индию. И у нас в коллекции его работа «Калькутта», уличная сценка или базар в Калькутте. Вот подходя к этой картине, она такая очень звучная и говорящая. И такое ощущение вхождения в картину. Она такая сочно написана, очень яркая, теплая, звучная. И прямо ощущаешь вот тепло этой страны, чувствуется, и прямо слышишь голоса людей, проезжающих вот этих рикш, велосипедов, и очень много солнца. Конечно же, он вошел в историю 20 века, в искусство, в историю. Он вошел как и блестящий портретист, и прекрасный мастер, импрессионист. Его работы, они находятся в ведущих музеях нашей страны. Спасибо большое за интересный сюжет Катерине. Продолжаем наш эфир. Да, в преддверии Дня защитника Отечества МВД России проводит всероссийский онлайн-флешмоб под названием «Служили и служим». Более подробно
об этой всероссийской акции мы сегодня говорим с нашими гостями. Рада представить вам Алексея Кривошеева, начальника отделения технического надзора. Управление ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия, подполковника полиции, и Александра Реносова, начальника отделения МРЭО ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия. Ну, вначале с праздником. Да. С наступающим Доброе праздником. утро. Алексей, первый вопрос вот связан с этой акцией. Что это такое за всероссийская акция? Служили, служим? Да, действительно, в преддверии Дня защитника Отечества МВД России проводит такую акцию «Служили и служим». Эта акция проходит в виде флешмоба. Действующие сотрудники органов внутренних дел, начинающие свою службу в рядах вооруженных сил, в период акции размещают свои фотографии, воспоминания в сети интернет. Эта акция проходит по всей России. В ней участвуют не только сотрудники органов внутренних дел, но и других силовых структур. Ну, на мой взгляд, акция... Ну, мы как раз видим вас на экране, да? Это вы где? Так, это я служу в вооруженных силах, в рядах ПВО, отдельный батальон авиационно-технического обслуживания, командиром отделения. Годы службы 93-95 год. Какие самые яркие воспоминания у вас? Яркие связаны? воспоминания. Ну, Камчатка — это сам по себе красивый край. Он такой же красивый, как наша родная Якутия. Я был там, как я уже сказал, с 93 по 95 годы. Воспоминания — это те полученные навыки в рядах вооруженных сил, которые помогают мне до сих пор в жизни. Какие еще воспоминания? Вспоминая старшину своего, Дзюба фамилия, он учил нас с первых дней, как вести себя, как строить служебные отношения. Командиров роты, командиров взводов вспоминаю. Хорошие воспоминания, приятные. Вот это уже Александр, да, по-моему, на фотографии, да? С мамой. Да. Это уже с армии дебильнулся. Я пришел, уже прибыл домой в 2007 году. Вы стали, наверное, одним из первых участников этого онлайн-флешмоба, да? Где вообще служили и какие тоже самые яркие? Да-да, мне очень приятно быть первым в этой акции. Ну, служил я в городе Хабаровске в 21-м отряде специального назначения имени «Тайфун». Ну, служба у нас, конечно, была не сахар. Всевозможные полевые выходы, спортивные какие-то состязания, ну и все остальное. Спать нам, грубо говоря, не давали. Было очень тяжело, но ничего, прошли мы эту службу. Это в каких годах было? 2005-2007. А вот что именно дала армия? И помогает ли это в жизни? Какие-то душевные, наверное. Что такое нельзя, не могу, не хочу, такого уже, наверное, нету. Ну И и не сказать я этого никому не скажу. Ни детям своим, ни жене, ни родителям. Алексей, ну вот дослужился уже до подполковника. Вот помогала ли в этом армейская служба? Ну вот и сейчас вот Я по жизни. понимаю, когда я расскажу немножко предысторию. Я родился в поселке Льдикан Усмайского района и поступил по окончанию школы в техникум Балекминский. И до прохождения службы я вообще не представлял, что буду когда-то служить в органах внутренних дел и в милиции. Но служба в рядах вооруженных сил изменила мое мнение. И я, можно сказать, нашел свое призвание. И достижение вот тех, то, что сейчас на сегодняшний день являюсь я сотрудником органов внутренних дел, офицером, это, конечно же, я связываю с тем, что я начинал службу в рядах вооруженных сил. Это дало толчок, скажем так. А вот сейчас требуется ли служба в армии для того, чтобы поступить в органы внутренних дел? Служба в армии требуется, как и, ну, наверное, служба в армии и служба в органах внутренних дел. Нужна физическая форма, здоровье, самое главное. Ну, какое-то обучение среднетехническое либо среднеспециальное. В наше время молодежь особо не стремится в армию, да? Известно, что у вас есть сыновья. Как вы с ними общаетесь на эту тему? Вот вчера буквально я знал, что пойду на эфир, готовился. Сын у меня 9-классник, уже кандидат в ряды вооруженных сил, можно сказать. Тем более он у меня спортсмен, уже достиг на сегодняшний день кандидат в мастера спорта по стрельбе из пневматической винтовки. Поэтому я говорю, в армии тебя уже ждут. И без специальности ты не останешься. Ну, конечно, что я хочу сказать. Я буду рад и горд, если мой сын попадет в ряды вооруженных сил и отслужит срочную службу. Но у него немножко другие планы. Он хочет учиться.
Ну, я думаю, жизнь покажет. Я всегда буду рядом и поддержу, во всяком случае, как уже опытный сотрудник и прошедший ряды вооруженных сил. Александр? Ну, у меня сыну еще маленький, 2,5 года. Но я тоже буду, конечно, рад, чтобы он служил. Ну и с вами мы его отправим обязательно. И в завершении нашей программы ваши поздравления коллегам. От лица руководства Министерства внутренних дел, от лица руководства управления госавтоинспекции, личного состава наших подразделений, я поздравляю всех мужчин с таким знаменательным днем, День защитника Отечества. Ну, прежде всего желаю, как это принято, здоровья, семейного благополучия. Тех, кто служит, желаю успешного выполнения служебных задач. Мы тоже хотим вас поздравить с наступающим праздником, пожелать вам успеха в вашем нелегком труде. Алексей, Александр, спасибо за участие в нашем эфире. А Мы мы продолжаем. В Уснерском центре развития детского творчества «Пегас» ведется исследовательская деятельность в рамках проекта «Чтобы помнили». Участники проекта решили начать исследование каждый со своей семьи. Терпение и настойчивость всегда приносят свои плоды. Поисковая работа ведется ребятами кружка «Мультимедийная журналистика» совместно с Уснерским краеведческим музеем. Об этом человеке мы должны знать все. Это, в принципе, единственный кавалер Золотой Звезды, который был на войне, был здесь. Нам надо его полностью отыскать, озвучить. Как известно, ни одну семью война не обошла стороной. Кто-то воевал на фронте, кто-то трудился в тылу. Большую исследовательскую работу в своей семье провели 3 поколения Никифоровых. Отец, бабушка и внучка Милена, воспитанница нашего центра и ученица Уснерской гимназии. В семье Никифоровых сохранилась одна единственная фотография прадеда, без вести пропавшего на фронте. Моего прадедушку зовут Константинов Гаврил Иванович. Моя бабушка всю жизнь искала своего отца, и она знала только, что он был призван в 1942 году с колхоза «Вторая пятилетка», село Миссы Якутской АССР. В 2012 году ее дети, мой отец и ее сестра, нашли в интернете сайт ОБД «Отечество», где нашли информацию, то, что он получил серьезное ранение и поступил в госпиталь города Казани, Республики Татарстан. И мы поехали с семьей в Казань, и нас там встретили руководители организации «Отечество» и показали, где захоронен наш прадедушка в Арском кладбище города Казани. Теперь родные знают, что их родственник, фронтовик Гавриил Иванович Константинов, был пулеметчиком, храбро сражался, был тяжело ранен и умер в госпитале. Семья по праву гордится подвигом солдата. Вот так молодое поколение амиконцев изучает историю о годах Великой Отечественной войны. В первую очередь, помня о подвигах своих родных людей и храня память о них, которую они будут передавать из поколения в поколение. Спасибо нашим коллегам. Мы продолжаем. Завтра, 22 февраля, якутян приглашают на гаражную распродажу. Гаражная распродажа – это отличная возможность пристроить ненужную лишнюю одежду, аксессуары, игрушки, предметы интерьера, а также купить за бесценок вещи хорошего качества. Здесь вещи обретают новых хозяев и продлевается их срок пользования. Покупая новое, мы увеличиваем число вещей в потреблении, тем самым стимулируем новое производство. А это вредит экосистеме. Отказываясь от этого, мы вносим свой вклад в сохранение природы и планеты, отмечают организаторы мероприятия. Помимо самой распродажи, всех гостей ждут бесплатные различные мастер-классы и лекции. Приглашаем жителей, гостей столицы завтра, 22 февраля, в смарт-библиотеку на гараж-сейл с 12 часов дня до 18 часов вечера. Ничего, я рядом постою, да? Можно, да? Спасибо. Можно. Можете и поговорить, Иван Можно, Петрович. спасибо. Как известно, новая образовательная система в сфере подготовки специалистов среднего звена требует развития сетевого взаимодействия предприятиями и организациями. В частности, в Якутском колледже технологии и дизайна
В данном направлении идет работа по усилению практикоориентированного обучения на производственной базе, для того, чтобы студенты были в полной мере конкурентоспособны на региональном рынке труда. Дуальное обучение студентов Якутского колледжа технологии и дизайна на производственных площадках началось еще с 2017 года, благодаря которому студенты получили возможность полностью погрузиться в рабочую обстановку. Они увидели процесс производства своими глазами во всех подробностях, от подбора шкур, их обработки до завершающего соединения деталей. За семестр ими изготавливаются различные сувенирные изделия. Девушки показывают себя дисциплинированными, старательными и аккуратными работниками. Также студенты-дизайнеры и модельеры колледжа в январе побывали в Москве на практикуме со знакомительным экскурсом по арт-объектам. В программе было предусмотрено посещение не только популярных туристических мест, но и в первую очередь галерей, арт-пространств, творческих учебных заведений, модных показов, мастерских с возможностью заглянуть за кулисы к именитым дизайнерам, как Лариса Нарсаян, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев и других. Таким образом, программа практикума получилась очень насыщенной. Студенты посетили Третьяковскую галерею, увидели воочию процесс производства тканей, посетили творческие высшие учебные заведения Москвы, поскольку они не только развивают кругозор, но и открывают возможности для дальнейшего. Колледж предоставляет возможность не только обучаться на производственной базе, но также знакомиться с ведущими учебными заведениями, высшими учебными заведениями. Например, как в городе Москва, Казань. Так, например, в январе этого года 16 студентов нашего колледжа вылетели на практикум, стажировку вместе с Петром Яковлевым. Больше всего понравилась сама возможность поездки туда. Дальше хочу поступать на высшую. Для будущей реализации себя в Москве, что можно учиться и там, работать. Мы узнали очень многое. Вот так, да? Да, продолжаем наш эфир. У нас в студии гости, вновь люди в погонах. Это старший сержант, мастер пожарной специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Саха-Якутия Уалан Федоров. Доброе утро. И Игорь Попов, старший прапорщик, старший инструктор специализированной пожарно-спасательной части, тоже МЧС России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, интересно послушать, как давно вы работаете в пожарной службе? Ну, я работаю в пожарной охране более 10 лет. С чем был связан этот выбор? Ну, после того, как отслужил в армии, у меня было желание быть пожарным, так сказать. Ну, все к этому как-то не подходило, не слаживалось. Ну, и после работы на другом предприятии все-таки я решился и выбрал профессию пожарного. До сих пор вот служу и не жалею о том, что выбрал эту профессию. Уалан. У меня в марте будет 5 лет, как я работаю. Также во время службы в армии я подумал, либо в полицию устроиться, либо в пожарную охрану. Устроился в пожарную охрану после армии. С чего начинается ваш день, ваше утро? Как оно начинается? Ну, у нас все работа наша происходит согласно распорядку дня. То есть прибытие на место службы, подготовка обмундирования, проходит развод дежурных смен и происходит дальше заступление на дежурство, прием техники, пожарно-аварийного оборудования и снаряжения. И дальше так по распорядку. Сколько времени уходит на одевание, да, на выезд? Все. То есть вот пока спичка горит, это актуально или нет? Норматив у нас есть сбор и выезд по тревоге. А после тревоги, получается, есть у нас 1 минута, чтобы одеться и выехать из гаража уже. За минуту должны. Вот сколько одежды вы на себя одеваете? В зимний, в летний период? Есть ли какая-то разница? Есть боевка зимой и летом одна и та же, получается, чтобы от огня защищала. Подшлемник, ремень, краги, каска. А в течение скольки минут на время пожара должна вообще прибыть? Время зависит с того времени, как поступил вызов.
Происходит в течение минуты, идет обработка вызова и подача сигнала на выезд. В течение минуты мы должны одеть обмундирование, снаряжение, сесть в автомобиль и выехать из гаража. Ну и время отследования в нашем районе выезда максимально 5 минут. То есть все зависит от того, кто обнаружил, когда позвонили. Поэтому и время нашего реагирования от этого тоже зависит. Вот вы как раз сказали, да, что перед тем, как заступить на службу, проверяете технику и так далее. А как вот происходит проверка этой техники? Там разматываете рукава? Как-то еще? Нет, не так. Просто, во-первых, принимаешь свое личное обмундирование, там смотришь ремень, карабин, топор, каска, ну, все снаряжение, чтобы было исправное. Принимаешь дыхательный аппарат, все это укладывается. Если технику принимаешь, полностью проверяется исправность и наличие пожарно-технического вооружения, рукавного хозяйства, которое находится в автомобиле. После этого происходит смена дежурства. А какие случаи из вашей практики можно вспомнить, которые, может быть, по-своему уникальны, запомнились вам? При тушении пожара. Ну или, может быть, не только пожар, может быть, там, не знаю, кошку вызывали спасать пожарных. Ну, кошек-то спасать не доводилось, а вот основное это спасали людей. Ну, не только на пожарах, также и ДТП, и какие работы на воде, ну и прочие такие ситуации, в которых именно нуждаются люди. А вот какие пожары считаются самыми сложными в тушении? Ну, самые сложные пожары, я думаю, те, где очень большое, массовое скопление людей. Сложность планировки. Если сильное задымление, вот сложная планировка и много людей, это очень такая трудная ситуация, в которой это надо же людей спасти. Первым делом всегда люди на первом месте. А далее уже происходит там тушение пожара и прочие аварийно-спасательные работы. Улан, а с какими сложностями приходится сталкиваться в работе? Ну, сложности бывают, когда поздно сообщают о пожаре, то есть уже там пожар разгорается, получается. И когда следуешь на место вызова, там машина не пропускает, либо там машина загородила, вот это мешает. А люди, чтобы позвонить сразу, они начинают на видео снимать. Вот. Хотелось бы сказать, чтобы сразу позвонили, потом уже сняли. Какие вот средства пожаротушения используются непосредственно в наших специализированных пожарных частях? Первое — это вода, пена, огнетушитель и подручные средства, там, если землей, там, если там током бьет. Кошма. А вот если, допустим, близко нет пожарной емкости, вот сколько может пожарная машина в себя вместить и на сколько времени тушения пожара хватает? Ну, машины, находящиеся на боевом дежурстве, они имеют разное количество огнетушащих средств. То есть у нас вывозится вода там, в объеме, допустим, 8 кубических там, метров, либо 5 кубических метров. И в зависимости от сколько воды в машине находится, то есть и время работы со стволом уже снижается, либо увеличивается. Ну а так, в принципе, в городе везде стоят гидранты, мы их проверяем весной, осенью, ну и, соответственно, заполняются бумаги и отправляются предписания там управляющей компании. Спасибо вам большое за то, что подошли к нам в студию. Хочется поздравить вас с наступающим праздником, сказать огромное спасибо за ту работу, которую вы проводите. Действительно, спасибо. Сейчас короткая пауза, далее продолжим. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир, а продолжаем мы его вот с розыгрыша вот этой книги. Даже мои подсказки особо не помогают. Значит, надо Даже было... близко нет, да? Ну вот чуть-чуть вот там был один ответ близок. В общем, задача-то какая? Вот чтобы получить эту книгу, необходимо ответить на вопрос, какой тираж у этой книги и сколько в ней страниц. Вот сейчас еще попробую облегчить розыгрыш. Вот сейчас вот так вот я сделаю. Вот это 107-я страница. Вот она здесь пронумерована. Мы берем пронумерованные страницы. Вот сколько осталось.
вот столько Вот осталось. сколько же осталось, да? Да, вот Ага. Тут Буква- отправляют нам варианты ответов: 6 тысяч, 50 тысяч, Ну, это 500 тираж, да, не экземпляров. страницы. Да, это экземпляры. 112 листов, близко очень, да? да, очень даже. Ага. Вот, кстати, Поэтому там человек, вот, который ответил на это, еще и автора назвал. Видимо, участвовал в составлении этой книги. Да, поэтому ориентируйтесь на цифру 112. Подсказка вам еще одна. Кстати, тут среди вот этих вот наших вариантов я упустила сообщение. Тут кого-то поздравляли. С наступающим Днем защитника Отечества поздравляем любимого мужа, отца, дедушку Колесова Федора Федоровича. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе. Мы очень гордимся тобой, любим и ценим. Отличное поздравление. И продолжают поступать и не 1000 экземпляров, и не 5800 тысяч экземпляров. А что-то около. И не 110 страниц, да, по-моему? Не 110, да. Но очень все близко. Уважаемые около. телезрители, не звоните, пожалуйста, на наш WhatsApp номер, только пишите. А пока новости на нашем канале. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная. В 2020 году родовой сертификат станет электронным. Сегодня по такому документу Фонд социального страхования России оплачивает медицинские услуги, которые предоставляют будущим мамам женские консультации в период беременности, а также роддома и перинатальные центры в период родов и после родовой период. Также по родовому сертификату оплачиваются услуги детских поликлиник. При этом женщина должна сама предоставлять документ в бумажном виде в различные медицинские учреждения. Скоро для мам процесс станет намного проще и удобнее. В ходе информационного обмена женская консультация и роддом сообщат необходимые сведения в ФСС, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет. Получив всю эту информацию, Фонд соцстраха оплатит медицинские организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка. Поэтапное увеличение количества бюджетных мест в учебных заведениях страны будет проводиться в ближайшие 5 лет. По решению президента Владимира Путина на эти цели будут выделены дополнительно 70 миллиардов рублей. Глава региона Исан Николаев принял участие в совместном заседании главы государства с Президиумом Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Главной темой обсуждения стал вопрос развития науки и системы высшего и профессионального образования в России. Он отметил, что Владимир Путин поручил руководителям субъектов тесно сотрудничать с научными и образовательными учреждениями своего региона. Также они должны входить в состав всех попечительских советов. Кроме того, регионам поручено уделить пристальное внимание уровню развития учреждений среднего профессионального образования. Названы критерии, по которым будет оцениваться сочинение на ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений опубликовал методические рекомендации для проверки развернутого ответа на ЕГЭ по русскому языку. Надо сказать, это задание номер 27, самое сложное в ЕГЭ, и дает сразу 24 балла. Впервые эксперты подчеркивают, что будет оцениваться работа в целом, а умения и навыки, составляющие коммуникативную компетенцию. Проще говоря, надо понять текст самому и сделать так, чтобы твой пересказ точно так же хорошо поняли другие. Орфографические и пунктуационные ошибки сочинений допускаются без снижения баллов, но небольшие, по одной. По всей Якутии успешно прошел второй республиканский диктант на языках коренных малочисленных народов Севера. Так, в рамках декады родного языка и письменности на базе Национальной библиотеки состоялся диктант на 5 языках, в том числе эвенском, эвенкийском, долганском, чукотском и юкагирском языках. Также жители 19 улусов смогли написать диктант коренных малочисленных народов Севера. Примечательно, что в этом году в акции присоединились жители Красноярского края. Работы теперь будут проверять, как в прошлом году было необходимо высылать их в Якутск. Тексты были подобраны и проверены сотрудниками Института гуманитарных исследований и волонтерами и лекторами языкового лектория Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Были взяты выдержки из художественной литературы, это в основном рассказы, а также из учебной литературы. В тексте насчитывается где-то около 100 слов.
Бессмертный материнский подвиг увековечит в Якутии. Якутское отделение Всероссийского движения «Матери России» проводит поисково-исследовательскую работу в рамках проекта «Бессмертный материнский подвиг». Имена матерей погибших солдат впишут золотыми буквами рядом с именами их сыновей. Активисты движения вместе со школьниками, общественными организациями собирают информацию, фото, видеоматериалы и архивные документы о судьбах женщин, которые потеряли сыновей на фронтах Великой Отечественной. В проект включились 6 районов республики. Сегодня их представители отчитались о проводимой работе. Собранные материалы разместят в мемориальном стенде «Бессмертный материнский подвиг», а также будут использовать в шествии бессмертного полка 9 мая. В Нюрбе вот примерно около 70 имен матери стало известно, которые потеряли от 1 до 7 своих сыновей в эти страшные годы. Подвиги матерей, которые стали впоследствии героями, да, как-то, не скажу, что замалчивалось, но не придавалось особого значения. Но для понимания, вот как, почему люди защищали так яростно, свою родину, роль матери в этом, конечно, огромная. Оставайтесь с нами, впереди еще много всего интересного. Спасибо большое, наши коллеги. Мы продолжаем наш эфир. У нас вновь в студии гости в погонах. Да, представляем их. Ирик Галяудинов у нас сегодня в студии. Это инструктор пункта отбора на военную службу по контракту 3-го разряда. Доброе утро. Здравствуйте. И Дмитрий Никонов, капитан, тоже приехал к нам в гости из Хабаровска. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые гости. С наступающим праздником. Спасибо. И первый вопрос. С какого года работает пункт отбора на военную службу? Пункт отбора на службу по контракту был создан в июле 2012 года. И за время существования пункта отбора в войска было направлено около 1000 граждан, изъявивших желание служить по контракту. Вот. Военная служба по контракту – это в первую очередь стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а также решение самых главных социальных проблем. То есть, каких, например? Ну, элементарно, то есть обеспечение медицинским, обеспечение по медицине, обеспечение жилым помещением, то есть в будущем квартиру может получить. Вот. А какие требования, на отбор? Требования для поступления на службу по контракту – это возрастные, то есть с 18 до 40 лет могут к нам подойти на пункт отбора. По состоянию здоровья, по физической готовности, по уровню образования, то есть это не ниже среднего общего образования, и по профпригодности, а также не должны иметь приводов в полицию и судимости. Дмитрий, вопрос к вам. Какова цель вашей поездки в Якутию? Да, очень рад прибыть к вам в республику. Непосредственно прибыл из города Хабаровск, Хабаровского края. Сейчас в нашей части имеются ряд вакантных должностей. Это из числа рядовых и сержантов. И непосредственно прибыл к вам в республику для набора на контракт, на прохождение военной службы по контракту среди ваших граждан. А вот кто сейчас требуется на службу непосредственно? Какие, именно, соответственно, тоже к ним требования и условия? Какие в вашей воинской части? Наша воинская часть базируется на базе военного городка с собственной развитой инфраструктурой. То есть это детский садик, как старшая группа, так и ясельная группа, школа, магазины, спортивные комплексы. Военнослужащие обеспечиваются служебным жильем, это благоустроенные квартиры и комнаты в общежитии. Заработная плата порядка, денежное довольствие от 35 до 80 тысяч рублей. Ну, в зависимости это от стажа прохождения военной службы, от должности и от звания. Также это бесплатное медицинское обеспечение, бесплатный проезд к месту отпуска. То есть это по всей территории России, как для непосредственно военнослужащего, так и для членов семьи. И, соответственно, достойная пенсия и возможность трудоустроить членов семьи. То есть, если прибыл военнослужащий с супругой, то супругу можно будет Можно трудоустроить. с семьей, да? Так точно, да.
А вот накопительная ипотечная система у военных это что? Накопительная ипотечная система – это программа, созданная правительством для обеспечения военнослужащих собственным жильем. То есть накопительная ипотечная система предоставляет возможность приобретения жилья путем целевого кредитования. При этом и погашение вот этого кредита будет за счет бюджетных средств. И оно не предусматривает собственных вложений. То есть военнослужащий, заключив второй контракт, у него возникает право вступления в военную ипотечную систему. После вступления ему присваивается накопительный счет. На этот накопительный счет поступают денежные средства. На 2020 год эта сумма составляет 288 400 рублей в год. Вот. При заключении уже третьего контракта у военнослужащего возникает право воспользоваться данными накоплениями и приобрести уже себе жилье в любой точке России. А вот куда можно обращаться, вот если кто-то захочет служить по контракту? Обращаться нужно непосредственно к нам на пункт отбора. Мы находимся в городе Якутск, улица Чапалова, дом 23. Либо в военкоматы районов, то есть по месту жительства. Также у нас имеется, нас можно найти через программу 2GIS. Там же у нас есть ссылочка на нашу страничку в Инстаграме. Спасибо вам большое за то, что подошли в студию. Поздравляем с наступающим праздником. Спасибо. Это действительно праздник. Спасибо большое. Точно профессиональный. Да. День защитника Отечества. Спасибо. Сейчас короткая пауза, далее мы продолжим. И не забывайте про нашу викторину, отвечайте на вопросы. Оставайтесь с нами. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 21 февраля, пятница на календаре. И, как обычно, пользуясь своим служебным положением, я хочу поздравить. И поздравить не кого-то, Смотришь на меня, как будто меня хочешь поздравить. самого близкого мне человека, самого родного, самого любимого, самого-самого, не знаю, даже как вот описать словами, это моя любимая мама, мамы сегодня моей день рождения, Винокурова Антонина Никифоровна. Я вас поздравляю, очень вас люблю, не болей, мамочка, всегда улыбайся, все сделаем для того, чтобы ты была счастлива. Все? Все. Присоединяемся, поздравления к маме, продолжаем Спасибо. наш эфир. И снова слово Кате, новый свежий прогноз погоды о том, что происходит у нас в республике сегодня. Итак, сегодня в центральных улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 20, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 13, минус 22. В заречных улусах минус 26, минус 34 утром, днем минус 17, минус 24 градуса. В южных улусах минус 18, минус 24 утром, днем минус 11, минус 12 градусов. В Вилюйских улусах минус 13, минус 15 утром, днем минус 9, минус 12 градусов. В Нижнеленских минус 20, минус 24 утром, днем 19-21. А в западных улусах минус 11, минус 18 утром, днем до минус 7, минус 12 градусов. В Колыме-Дзигирских минус 26, минус 31 утром, а днем минус 21, минус 29 градусов. В Янских улусах минус 16, минус 22 утром, днем ожидается до минус 15, минус 19 градусов. На северо-западе минус 18, минус 29 утром, днем минус 17, минус 29. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 30 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,4 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 20, минус 22 градуса.
Вот если бы вы знали, что происходит во время того, когда Катерина читает погоду, вы это можете узнать, посмотрев нашу страницу в Инстаграме. Буквально через пару минут в сторисе появится эта информация. Спасибо нашему администратору, который любезно нас снимает. Да, а страничка нашего Инстаграма называется «Утро НВК». Да. А мы продолжаем наш эфир. Вы помните, что мы объявили флешмоб под названием «Катюша». То есть вы записываете в своем коллективе или в образовательном учреждении, среди классов, или просто друзьями собрались песню «Катюша», исполняете ее. Главное, чтобы в флешмобе участвовали более 10 человек, и мы демонстрируем ваши достижения непосредственно в нашем прямом эфире. И прямо сейчас, вашему вниманию, будет выступать детский сад «Солнышко» из города Якутска, также Алёпинский район присоединился, и Мегино-Кангаласский. Будут участвовать ветераны и Гиркелен ансамбль. Смотрим на экран. Да, пора объявить победителя нашей викторины. Но и его, дать да, не совсем точный победитель, но примерно да, не будем мучить уже просто людей. В общем, вот эта книга уходит абоненту МТС в конце 332. Зовут, судя по всему, Матрена. Слепцова. Да, она назвала цифру 120 страниц, 4000 экземпляров. 4000 – это правильный ответ, это экземпляр, а страниц у нас 100. Ну, вообще 112 их, да, вот судя по вот этой вот штуке. Кстати, одна телезрительница там очень смекалистая, она в Инстаграме нашла автора этой книги, и там фотографию нашла и обвела нам. Да, ну, конечно, смекалка — это хорошо, но надо мы посчитали, что это нечестно, да. Догадаться Матрена Слепцова назвала 120 страниц, когда, как у нас? 100? Ну, 112. 112. Но с тиражом зато угадала. 4000 экземпляров у этой книги. Да, поэтому, вот Матрена, мы с вами свяжемся после эфира и расскажем, как получить эту заветную книжку. Да, мы продолжаем. У нас вновь в студии люди в погонах. Это семейная династия, которая служит в МВД. Виктор Николаевич Сосин, полковник, ветеран МВД, отличник МВД России, победитель Всероссийского конкурса «Честь и доблесть» в номинации «Династия в семье МВД России». И его сын Михаил Викторович Сосин, майор юстиции, заместитель начальника отдела МВД России по Намскому району, начальник следствия этого же управления. Доброе утро. Доброе утро. С наступающим праздником. Спасибо. Виктор Николаевич, расскажите нам о своей семье. У вас, как нам известно, трое сыновей, да? И все они Дочка, пошли... по-моему, да, двое сыновей. Дочка, и да? дочка. И все они пошли все служить в органы правопорядка. Да. Ну, я после армии, как обычно советской армии, демобилизовался и сразу поступил работать, служить милиционером. И 35 лет отработал, служил в органах внутренних дел, в разных должностях. Ну, у нас 3 детей с супругой, дочка и 2 сына. Дочка у нас подполковник юстиции, сейчас старший лейтенант по служебным делам работает. А сын, один подполковник внутренней службы, Барагонцев работает в Солданском районе, начальник тыла. И вот младший сын Михаил.
Ну, вот. И также у меня работали органы внутренних дел, ветераны. Сейчас мы 4 родных брата мне. Ага. Тоже все отслужили в армии, ну и все служили в органах внутренних дел. Они пытались вот общий стаж посчитать, сколько вот, если все Вот родственники, это- 1000 это будет лет? Ну, много, да. У меня 35 лет без армии. С армией 37 лет. А это вы повлияли так на детей своих? Ну, я, по идее, мы с супругой, видели, что я очень тяжелая работа. Я, как говорится, это у всех сотрудников это нет времени вообще, да. Это надо отдать всю душу на работу, да, служить, чтобы охранять честь и достоинство граждан, правильно? Это очень много времени занимает. И времени не хватает для семьи, по идее. И поэтому я не так уж и желал, чтобы работать. Поэтому дочка у нас закончила пединститут. Работала в орган, по линии образования. А сын старший закончил Якутское авиационное технику, училище. Потом, не спрося, ушел работать, служить. Не спросив, да? Да. Ага, Ну, что Михаил, делать? ну что повлияло на ваш выбор? Ну, я также уже с детства уже наблюдал, как отец работает. Я-то уже тоже вместе с отцом с малолетства уже видел в разных районах, как отец работает. И пожелал тоже связать свою судьбу уже с детства, работая в милиции. Ну, уже сейчас в нынешней полиции. Да и участвуя в школе в старших классах, я уже выбрал в 26-й школе в городе Якутска профессиональный класс с уклоном на юридическое образование. И вот целенаправленно пришел работать в полицию. А есть уже какие-то, может, семейные традиции? Вот собираетесь вместе, обсуждаете что-то? Да, ну, мы стараемся по силе возможности, потому что, как я сказал ранее, нет времени вообще. Собираемся в обязательном порядке, стараемся собираться профессиональный праздник, отметить в семейном кругу, все собираемся, и с внуками, и с детьми, все собираемся. Ну и другие вот такие торжественные мероприятия, семейные свои, стараемся. Ну, каждый работает разных. На одном месте не работает, не служит же, с района на район, там, как прикажет руководство, так, стараемся. Вот как раз мы сейчас видим на экране тот ролик, который вы представляли, я так понимаю, на конкурс МВД России, когда завоевали номинацию, стали лауреатом премии «Честь и доблесть». Какие-то, возможно, сложные дела, с которыми вы сталкивались во время службы в полиции? Может быть, какие-то неординарные ситуации? Вот можете вспомнить? Случаи, да. Да. Я когда работал старшим следователем в Ямиканском районе, я вел дела по золоту, и мы с оперативником, работниками почти месяц ждали хищника, который везет золото. Да, это тяжело было там. В семье не появлялись, сидели в тайге, ждали, когда он проедет. Задержали его, 7,5 килограммов золота изъяли. Это дело вели. Много эпизодов. Много дел, так сразу сходу не вспомнишь, за 35 лет работы. Я работал и в криминальной милиции, и участковым работал, и в следствии работал, поэтому все службы прошел, кроме ГАИ. Михаил, а вот сейчас в современной полиции какие дела приходится чаще всего расследовать? Да, получается, у нас в Намском районе сейчас в основном развиты новые преступления, телефонные мошенничества, которые сейчас имеют разные, можно сказать, изощренные способы хищения. Ну и еще одним из проблем является сейчас по преступлениям в сфере наркотиков. Вот мы тоже как-то задерживали сбыт наркотических средств, когда пытались к нам в район привезти, и мы там тоже несколько эпизодов в сфере наркотиков пересекли пребывание в наш район Намский. Вот такие запоминающиеся преступления, конечно, имеются. А в засаде, там, не знаю, в конопляном поле приходилось сидеть? Ну, приходили вместе со следственной оперативной группой. Когда я еще сам следователем был молодым, приходилось по нашим полям ездить, устраивать засаду, чтобы пресекать такие преступления в сфере наркотиков. Но у вас есть возможность поздравить своих коллег, друзей. И семью. Пожалуйста. Да, и своих сослуживцев по армии, и своих коллег, которым он служил, работал 35 лет в органах внутренних дел, и свою семью, своих братьев, их семьи. Поздравляю с наступающим Днем защитников Родины.
Михаил? Но я также присоединяюсь к поздравлениям своего отца и тоже хочу поздравить своих коллег Министерства внутренних дел Республики, а также всех мужчин с наступающим Днем защитников Отечества, Родины. Мы также вас поздравляем с наступающим праздником. Спасибо за вашу службу. Она очень необходима для обеспечения безопасности нас, простых граждан. Отличного праздника, отличных выходных. Ну и чего желаем мы и вам, уважаемые телезрители, всю сильную половину поздравляю от себя лично с наступающим праздником. Берегите нас. Пока-пока.